сказать про свою працу. Еще кольки радков, и она будет кончена. И всю свою жизнь я был православным христианином и добрым белорусом. Здається, все только подпись поставить. Филимон Пупкин. Чорт, ніяк не удало хвостик отримав ще на прозвище. Але це нічого. Это все прийдеться переписувати і перекладати на білоруську мову. Але это вже зробить мой вельми добрий знайомий Артемон Кукиш. Я его специально покликал для этой справы, и он хутко повинен прийти. О, это певно он. Марта, иди отчинить двери. Чертова баба, что ты там робишь, а? За что я тебе только тримаю и гроши плачу, а? Ай, всю свою жизнь я был славным христианином и... Любочка, что ты наробила? Что, дядюшка? Ты ж одна вышла на улицу с дому, а? Ты ж могла заблудиться, альбо тебе кто-нибудь мог покрыть, а? Дядюшка, я ж уже не маленькая, как меня могли покрывдить. Да и заблудиться я не боюсь. Хоть город я еще мало ведаю, але язык я, кажется, до Киева доведе. Ты не ведаешь, что ты говоришь. Ты послухай только, як тухкое мое сердце. Ты не ведаешь, а? Сколько тут по улицах у городе ходит злых людей. Что вы, дядюшка? Злых я не споткала, ніводного. А вось доброго человека так споткала. Подошел до меня один, якийсь на вулиці, проводив меня аж до самого дому. И праз усю дорогу мы так мило с ним гутарили. Дядюшка. Боже мой, что ты говоришь? Незнакомый человек тебя проводит до самого дома. Что вы, дядюшка, ён такі пригожий. И наш сосед живет тут, в этом самом доме. Не, Типочка, Любочка, деточка, давай домовимся, что ты без меня больше с дому, а не к вуху. А без меня ни в яким разе, только со мной разом. А коли, дядюшка, мы весь час заняты, усё нечто пишет и пишет, а мне сумно одной сидеть у хати. Вот я и пошла, как вам не перешкоджать. Ты же не бегаешь, Типочка, что это такое? Это же вот эта рукопись, над чем я працевал опошние дни. Это моя биография. Разумеешь, Типочка? А яна будет руковаться у газете. Это потребно, это, Типочка, для популярности. Бо я, твой дядечка, вырашил выставить свою кандидатуру. Что дядечка вырашил выставить? Кандидатуру. Это так называется. Бо я в хутком часе буду министром. Разумеешь? Министром? А что ты дивуешься, Типочка? Твой дядечка моя головой, не просто головой, а министрову голову. А я николи не думала, что дядя гэтакі важный. Коли вы первый раз приехали до нас на вёску и зашли до моей тети, так я подумала, выбачайте, что гэта приехал свинобой, бо нам казали, что придется подрачек свиньи куплять. Я могу и это робить. Але зараз я буду министром, белорусским министром финансов, разумеешь, Типочка? Вообще. О. Але гэта мусіць, напэўна, вельмі цяжка. А, ничего, Типочка, твой дядечка потрапить эту работу зробить. Бо ён не такие штуки выраблял. Значит, Типочка, вось. Дядя, я вот что еще хотела спытать у вас. Коли вы приехали до нас на вёску, и я собиралась с вами ехать, так тетя казала, что вы наш свояк. Ці вы близкая наша родня, бо я гэтага не ведаю. Ну, Типочка, не такая я уже близкая, не такая я уже далекая. Твой дед моему деду доводился... Не твоя. А твоя бабка моей бабцы была... Ай, снова не твоя.
твой дед и твоя бабка были мужем и женкой у Васек. Ага. Мой дед и моя Ну, бабка. як бачиш, не такая она уже Нічого не близкая, розумію. не такая она уже и далекая, типочка, не в этом справа. Ты еще меня не поцеловала сегодня на добрый раз. Доброй раницы, дядюшка. Ні. Любочка, так не пойдет. Треба дядюшку у губки поцеловать. А коли дядюшку незручно в губки целовать? Такого дядюшку, як я, Ага. зручно. Вусы Типочка, я колются. только, як Нет, я гуся, а дядюшка, бороды нет, у вы меня что? нема. Типочка. Нет, это незручно, да вы же дядюшка. тебе кажу, что всё. Пустите меня, дядя, не хочу. Чого тебе треба? А вот, рахунок от обеду. Я пойду в свой покой перепронуся. Иди, Типочка, иди. Перепронись. Перепронись. И приходь, Типочка, приходь. Поцелуешь дядюшку. А ніхто дядюшку не любить, ніхто його не цілує. Завсёди ти опрешся не в пору. Хоч би у двері постукала. Колись не треба було ані в двері стукаться, ані рахунок здавати, покуль не було в гэтай племянниці. Что ты верзешь некое глупство? Ты что, не разумеешь? Это что, родная сестра моей сестры? Я что я кажу, родная дочка моей сестры. Вот. Але, махлюй, я ж уже не такая дурная и ведаю, чим Тихо, гэта тихо, пахне. тихо, 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 тихо! Что ты мне вообще, ты да ты? А? Коли я уже тебе, кольки разов тебе повторять, как ты не казала мне ты? Давай лепше свой рахунок проверим, что ты тут написала. Что это? Мясо? Мясо из ног подорожало, а? Что это? Ну, каждый день будет дорожать, чи что, а? А я что ж виноватая? Не я быками гандлюю. А ось я ты цукер учора купила фунт, еще не знал фунт. Что ты с ним робишь? Типа куры у тебя хотел бы чи що? А хіба ж я його з'їла? Учора твоя племянниця Тихо. купила фунт ягодків, цілим фунтом зломана. Тихо, 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 не кричи, бо раптом хто почує. Ну, що ти кричиш? Кольки разов я уже тебе казав, как ты не казала мне ты. Бо я в хуткім часі буду міністром. А, пан, бач, якої панабери набрався. Ось лепш не кричи, а дай мені грошей на завтра на обід. О, кривопийцы, что вы со мной робите? Кольки ж можна вам давати? На, ось, тримай. Ти що ж, пан, даєш? Що ж я можу зварити за такі гроші? А нічого не треба варить, тільки от постний обід зроби. Цельний тиждень будемо постувати. В таких ценах м'ясо купляти нельзя, неможливо. Ось зроби постний обід, а тут вчорашніх решти ще зосталося трошки. Одним словом, іди. О, Треба в душі подумати, м'ясо не будемо їсти, і що? много ти про свою душу та думаєш. Фу. Чортова баба. З-за того, що коли поміж нами нечто було, дик. Убила собі в голову Филимон, ты, женися. Жениться. На ким жениться? Анёлочек, хроства, вот и. Ай. Иди, Марта, чертова баба, дверь чини, бо это, певно, уже купишь, иди. Иди, худшей. Хіба мне самому двери Дик, ось, слухай сюди, каточек. Значиться так. Ось бачиш, я лічала я тебе і покликав. Ось бачиш, гэта рукопис. Гэта моя биография. Каточек, написанную мною власноручно. Можно сказать, автобиография. Усё от колыски до сённяшняга дня, усё уписал. Так ведаешь, каточек, я ж думаю, ты мне допоможешь. Ты ж за эти там маешь знакомства. Так ты допоможешь мне надруковать, а я не пошкодую ничего.
Обожнім кавалкам хлеба з тобою поділюся, коли треба серце достану, розгрублю пополам, полову тобі отдам. Так ти допоможеш мені, каточек. Я ти мальчик. По серцем нежно смокче. О, серце важна річ, я тобі скажу, каточек. Серце треба берегчи, розумієш? Ось коли хто при мені злується, кричить, лається, я думаю, о, що ти кричиш, що ти лаєшся, от тобі зараз серце, ту-ту-ту-ту-ту-ту, а я завжди спокійний. Спокійне серце у мене ровно стукає, тук-тук-тук-тук. А ось я здоровий як конь, я як бик. О, розумієш, каточек? Я ж і кажу, Що? по серцем черв'як смокче. Смешный ты человек. Выпить хочешь? Він, віритас. Все некие замежные слова уживаешь. Да? Ага. Ну что с тобой зробишь, каточек? Такому человеку, як ти, я власної крові не пошкодую. Ось наю і все. Ти ось, каточек, маєш газеті, ну почитай, така добра газетина, ось почитай, покуль що. А я пойду, погляджу, зроблю, значить, може тобі одну чарочку. Мало. А там і друга газетина є. Ти не сама візьми. Так саме цікаве, зараз уся газета цікава. Вельми, почитай. Я кажу, одной чарки мало. Не прогневайся, каточек. Чим хата багата, тим рада, от ледве одну нацедив. Закуски треба. А де ж я тобі возьму закуски, каточек? У домі, ну, скоринка некая сухая, хлеба лежить і все. Ти ж ведаєш, каточек, я ж зараз як монах, тільки хліб, вода і хліб. Ну, не маю я ніякої закуски. Колбасу я у шкафчику бачу. Є. У яким шкафчику, яка кілбаса? Каточек, Артемончик, ну, що ти говориш? Ну, може, это Марта, чертова баба, и только ведаешь, что гроши переводить, может, колбасы, соправдить дела. Ну, зараз погляжу, каточек, може, на твоє щастя знайду який-небудь кавалок. От ти ж глядиш, що робиться. Ай-я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 й. І соправди єсть, а? Ага. Знайшовся такий невеличкий кавалок на твоє щастя. І так, я б сказав, не такі вже невеличкі, але я тобі скажу, каточек, ти ведаєш, що м'яса шкодно много їсть. Я тобі скажу, каточек, що як м'ясо поїш, так ведаєш, різні грешні думки в голову лезуть. Такі грешні, аж ну, і більше нічого. Так ось таким чином ти, каточек, Не зашкодить. не зашкодить. Я веду одного чоловіка, так він, ведаєш, єв ту кілбасу, єв, а потім взяв да й помер. Как нічого не їв би. Очей би помер. Ну, так ось, каточек, випивши да закусивши, давай обсправим. Так ось, ведаешь, значит, вот этот рукопись. 8 аркушев канцелярской паперы. Я написал гусенько, и все об себе. Бо я ж такий человек, ты ж ведаешь, каточек, я могу сказать, не хвалячись, что я могу быть примерником для молодого поколения. 8 аркушев паперы, гусенько я написал. Вот. 8 аркушів. 8 Папіри. паперы. Мало. Так я могу еще написать. Горелки мало. А где ж ее взять, каточек? Ну, ты ж не ведаешь, ну, я ж зараз, ну ніяк у меня такие В велики. шкафчику шмат стоїть. Где? В яким шкафчику? А хто там її поставив, а? Ту горилку. О, дик, это ж, каточек, это ж Вотсон. Розумієш, Вотсон, ти ж Вотсон, тут пить не будеш. Я. Ти, Вот. Вотсон. Йо.
Смешный человек, каточек, смешный. Ну что, так уже и быть, пойду погляжу, может, что-нибудь. Если правда знойдется. Ну, так я и веду на твое счастье. Чертова баба понакупляла всякой бреды. Разумеешь, вот, ну что это, переводить гроши, больше ничего. Только я тебе хочу попередить, каточек, гляди, как не пошкодил. А? Не пошкодит. Горелка, сердце веселить. Ну що ж. Ой, каточек, справдиті, это, може, ти так жартуєш, а коли серце веселить, так давай я поспробую. Ты квось, каточек, слухай сюди, что я тебе хочу сказать. Написал я, значит, эту свою автобиографию. Я сподіваюся, ты ж маєш знайомство в газеті. Так ты, може, тиснешь эту мою биографию в газету. Можно завтра, але лепей, как было сегодня у вечорку. Зробим, пан міністр, зробим. Але тепер я пива хочу. Где же взять твое пиво, а, каточек? Где же взять твое пиво? Нема пива, разумеешь, нема. Ну, позич гроші, пойду в Гроші, шинок і гроші. куплю. Гроши позычь. Чтоб они были у меня. Ты ведаешь, какие велизные расходы у меня. Я вот сердцинку пригрел. Звезд. Ну, кучерки ти, жила. пан міністр, Ведаешь, бувайте. так, еще сам не даем, не допью, а все объей, почекай, каточек, почекай, Тимончик, не спешайся. Значит, зараз что-нибудь придумаем. Каточек, что-нибудь придумаем. О! Для такого человека, як ты, я нічого не пошкодую. Нічого! Тільки ось зроби ти свою справу. Розумієш, каточек? Розумієш? Значится, это самое. Почекай, я себе возьму. Это будет тебе. А это будет мне. Значится, каточек. Разумеешь, значится, треба перекласти, ось перекласти треба, каточек, ти слухай уважливо. Ну, Перекласти треба пан і міністр, поправочки. зробимо, І поправочки, як зауважиш. Все зробимо. Я ще не міністр, каточек. Ну, але будете. Ви ще не ведаєте сили моєго пера. Моє перо, як рогатина, скидає усіх врагов, а для сябров розшишає дорогу. Ну, так ти ось і поспробуй этим своїм пером, якое як рогатина, значиться. Ти, значиться, поправочки такі-сякі зроби. Ось. Пером, якое як рогатина, розумієш, каточек? От. Разумею, это можно сказать для стилю хоростла поправочки. Во-во-во-во-во. Такие-сякі поправочки зроби, каточек. А я тебе дякую. Далі Бога дякую. Ну, Я чоловік бідний, але дякую. Об гэтым не варто гутарить, Ну. это само собой. А, Але такое глупство. Мы наоборот вельми рады, что гэтаки несмяротный твор будет друковаться в нашей газете. Это, можно сказать, политичным, патриотичным, националистичным, коммунистичным.
революция. А что? И сапраўды революция, переворот. Это хай все читают, хай все ведают. Кто такий Филимон Пупкин? О! Але, каточек, у меня до тебя еще есть одна справа. Ведаешь? По белорусской мове мне много не треба, каб я только резолюцию мог накласти, и каб никто не зауважил, что, значит, я ничего не разумею. Знаешь, Зараз подумаю. подумай, каточек, подумай, добре, подумай, каб не перешкоджала тебе думать ничего вообще. Подумай, каточек, подумай. Маю уже. А, Микола. будем молчать, это, и это, треба ж ко мне никому ничего не разумеешь? Я пень. А кто такие? Добрый хлопец. Микола Светляк. Сусед ваш над вами тут живе. Ага. О, так это ж вельми добре. Это ж вельми добрый каточек. И он быцем бы як по сусідську зойти до мене, і ми з ним займемося справою, розумієш вам? Дорого возьме. Йо? Ні. Угу. Сходится здарма. Як здарма? Чому здарма? За що здарма? Ну як здарма? Ну не так, як здарма, ну і здарма. Ну нічого, ми з ним як-небудь домовимося вже. Дик ти його покликай до мене. Завтра. Ні, що там завтра? Сьогодні в обід хай заходить. Добре, каточек? О, а зараз трабач. Трабач, каточек, у мене, розумієш, такі справи ось. У кожного політичного діяча свої приватні справи, розумієш. Справа в тим, що ось клопоти. Клопоти, розумієш, такі приватні. Пан міністр, я ж кажу. Ви же ведаете, усі ми люди. А як же ж? Усі ми чоловіки. Усі ми чоловіки. Каточек, приємно з тобою говорити. У кожного бувають розумієш. всякі розходи. Які розходи? Ну, всякі розходи. Ну, може, як-небудь після того розходи? Зараз. Приказка, пан міністр каже. Дольше дає, той, хто зараз дає. Ну, може, невеличкий авансик таки не пошкодило. Больше. По максимумности больше. Эх, каточек, смешный ты человек, каточек. Ага. Погляди, какой еще мне на дворе. Ой-ой-ой. Птушечки спевают, весна, утка, погляди на надворье. Зараз мы тут поглядим, что тут есть. Тут, ось, тримай на расходы. Тримай, каточек, тримай. Тримай. О, ось. А это вот на расходы. Ось так. Я не шкодую для тебе, каточек, а ничего. Я ж тобі казав, хоть серце, хоть уласною кривіною. Що хочеш ось на розходи? Это Що? могутный штрих Ага. у вашей новой меты. А, то відомо ж, ну... Усю нож просижу над вашим. Яка ночь, ми ж домовилися, вечорку тиснеш. Бери ось гэты Ничего, рукопис. І зараз. Это могутный штрих. Каточек, Артемончик, Могутный штрих у вашей. Иди, Новой девочка, меты. иди. О. Одежка лоса. От кривопийца, а? Стойки горелки вышел кто, а? Ты гляди, что робится. Кривопийца. Але что зробишь, а? Ничего не зробишь, зараз без хабара да без знайомства. Навіть і міністром ніяк не станеш. А зараз треба поглядіти, чим там Любочка займається. Блуза.
А ось яшчэ зня. Няўжо ж і гэта здыме? Здымае, ой, бедненькая, няшчасненькая сиротонька. Здыма... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж это робится? Ты погляди, что робится. Что? Старый бессоромник. Ты, Марта, зусім про господарку ничего не дбаешь. Ты погляди, у тебя на дверях паутине ничего не видать. На шайке у тебя паутине. На углах. Двери я вчера протирала. Тихо, тихо. Что ты мне все, ты, на тебя, у тебя, Ромачек, у тебя. Я в будущем разе буду министром. Тут будут бывать разные важные люди. Разумеешь ты, а то еще мне ты, Филимон. Ну, добра вже. Тихо. Ну, казать пан, ваш якой фанаперії набрався. А колись было не тое. Тихо. Ты, Марточка, такая, ты, Тихо, Марточка, такая. тихо. Я на тебе, Марточка, жениться буду. А теперь что? А не могу я на тебе жениться, бо я дам слово, что буду жить як монах. Як монах. Монах. А эту типочку Тихо. на что тетки привез? Тихо, тихо. Можно як монахом жить, в монастырь идти, а? Не могу я слухать твоей связи. Дык ведай жа, коли бы это вот терпения моего не хапая, так давно уже выгнал тебе к чертовой матери и другую кухарку нанял. Я тебе с милости только трымаю, ведай же это, вот и все. Что? Моя! Литости, Галинка, ты в первый раз в кухню Тихо, пришел. тихо, Может, так само с литости. Тихо, 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 раптом кто подсует. Ты, матушка, Ой, не могу, твоей связи не могу. Что? У меня голова задурная. Я пойду на улицу, проветрусь, по ветрам свежим подыхаю. Иди почини за мной двери и не быть ты, не скручи. Чертова баба, иди за мной, зачини дверь. Вот я должен А я быть. тебя готовила, стирала уже. Добрый день, пані Любочка. Ой, гэта вы? Але мог бы нехто убачыць? Мог бы дядечка? А ваш дядюшка не убачить. Ён ідзе праз усю вулицу з Мартай лаецца, ён не убачить. А што будзе, як ён вернецца? Ну, я таким самым чынам вернусь до сябе. Не, я не... Мой дядя вельмі мяне любіць і страшэнна баіцца, каб са мной нешта не здарылася. Як я ему сказала, што вы сёння мяне праводзілі дадому, так ён гэтак пляснуў рукамі ды крыкнуў: «Што ж ты нарабіла, Любачка? Незнаёмы мужчына праводзіў цябе дадому». Але мы ўжо ж знаёмы, ці не так? Я не ведаю, можа гэта сапраўды нягожа. Чаму не гожа? Пані Любочка, няўжо ж было б лепей, каб адзін стары дурень падышоў да вас, ткнуў у вас пальцам і сказаў, што гэта пані Любочка. А потым ткнуў мяне, сказаў, што гэта Мікола Светляк. Няўжо ж гэта было б лепей? Я не ведаю, але людзі кажуць, што... Пані Любочка, людзі шмат чаго кажуць. І тыя, хто кажуць, якраз робяць наадварот. Трэба жыць, як падказвае нам наша сэрца, наша сумленне. Я першы раз чую такія словы. Я нядаўна з вёскі, я там жыла ў цёці. Там не ўмеюць гэта казаць, як вы. А дзедзька таксама не такі чалавек, як вы. Ён усё толькі: «Ах, Любачка, каб ты, Любачка, не заблудзілася, каб ты, Любачка, не прастудзілася, а каб тебе злыя людзі не пакрыўдзілі». Пані Любочка, а як вы лічыце, я злы чалавек? Не, вы добры. Я наогул не ведаю, які я. Мне здаецца, усе людзі аднолькавыя. Што тычыцца мяне, дык я праз усё сваё жыццё жадаў бы глядзець у вашы блакітныя вочы, цалаваць вашы ручкі. Ой, што вы робіце? Гэтак не выпадае. Кажуць, што толькі замужніх цалуюць у руку, а паненак А нельга. калі для мяне як ікона, на якую трэба маліцца, чаму нельга цалаваць вашы ручкі? А што вы робіце? Устаньце, зараз жа устаньце. Вось табе на, дядзечка прыйшоў, хавайцеся. Добре, лаваш свежий. Что? Кто тут? Кто вы такие? Як ви сюди трапили, а? Что вы тут робите? Сусед, живу тут над вами, белорусский наставник Микола Светляк. А, про вас мне казал Кукиш.
Добре, добре. Але ж я чекав вас у обід, а ви так рано прийшли. Ну, так це нічого. Сядайте, коли ласка, ми домовимося з вами одразу. А в ціні, може, потім, як ви прийдете, домовимося. А зараз мені хотілося б ведати. Справа в тім, що Кукіш мені казав, що ви пишете без ять. І у кожному слові, типа, слова уживаєте фіту або іжицю. Ось мені і цікавить, коли гэта іжица уставляється. И же на часом уставляется. Ага, добре. Дик ведайте, мені много не треба. Тільки яку-небудь резолюцію накласти на папірку, дик і все, щоб ніхто не здогадався, що я нічого не тямлю. Ви мене розумієте? Пробачьте, коли ласка, ничего не Ну, Кукіш вам казав що-небудь чи не казав? Казал. Ну, дик ось, особливо мене цікавить, коли гэтые хвостики над ум ставятся. Розумієте? Так вы же дайте учиться по-белоруску. А хіба Кукіш вам нічого не казав про гэта? А? Казал. Ну, дик усё, дик давайте мы зробим так. Коли вам зручно, у обед приходите, и мы с вами займемся справой. Трошечки повучимся. Повучимся, вы меня повучите Так я з по-белорусски. приємністю, у меня шмат свободного О, часу. это вельми Ви ведаєте, я одразу не зрозумів, що от ви не ожидаєте. Я, Кукіш, что вам казав, коли з вами розмовляв? Дякую тобі, матка, що ти почувши мой крик. Оттягнула від мені дядечку, бо мені було гидак прикро, коли він підійшов до мене і почав цілувати у шию. Невже ж усі дяді гидак цілують своїх племянницю? Ды твой дядечка, Любочка, гэта не такі звычайны дядечка. А так, як і не дядечка. Як так, не дядечко? А навошта ён узяв мене з вёски і привез сюди? А вось дзеля гэтага самага. Дзеля чого? Ведуткі. Фіга з маком. Гэта яму не ўдасца. Што не удастся? Вось гэтае самае распутства. Вывучаш ты да мяне гэтак жа. Пацалуй, Мартачка, пацалуй, Ціпачка. Няўжо ж дядя гэтак любіць цалавацца? Да ён на усялякія гэтакія штукі майстар. Можа, ўжо і табе абяцаў, што будзе жаніцца? Як так жаніцца? Так ён же мой дядя! Такі ён твой дядя, як я твоя тётя. Бессаромством пачаў на старасць займацца, вось і ўсё. Я нічога не разумею, што, навошта, якім бессаромствам? Добра, зараз растлумачу. Толькі ж ты, Любачка, маўчы, нават выгляду не паказвай, што ад мяне нешта даведалася. Добра. Бо як ён даведаецца, вось дрэнна будзе. Твой дядя привозит тебе сюда от тети, что ему надто сподобалось. Сподобалась ему твоя молодость, твой свеженький тварик, а тетя не догадалась, кому тебе отдала. Тое, что зараз деется, это только кветочка. А ягодки пасля будут. Ах, який страх. Ага. Што ж рабіць? Дык ты, Любочка, лепей напиши до теточки, а як яна сюда приедет, дык я ўсё сама як след растлумачу. Добра. Толькі ж ты маўчы, Люба, і нічога Філімону не кажы. Бо як ён даведаецца, вось дрэнна будзе. Ах, Боже мой, які ж страх. А я ж думала, што дядя добрый чалавек, а ён вось які. Правду кажаш? Не такі уж благі. Але страшэнны паскуднік. А мне тут так сподобалося. Тут веселей, чим на вёсцы. Але коли ти кажеш, що треба написати до тьоті, так я сяду і напишу. Пиши, пиши, Любочка. Добре. А я пойду на кухню обед догляжу. Ага. Пиши, пиши. Толькі ж нічога Філімону не кажи. Мгм.
Ну, як доведається. Ось дик штука. А я ж думала, що дядя добрий чоловік. А він ось який. Треба написати до тьоті, хай вона приїде і во всім розбереться. Дорогая теточка, мой дядя, так зовсім і не дядя. А так. І тепер, як я довідалася, Добрый прошу день, пани тебе, Любочка. що ви наробили, хутко вернеться дядечка, вам і знов придеться ховатися, як тады. А ваш дядюшка сам запросил меня до этого. Сам запросив. Ой, як я рада. Я буду наставником белорусской мовы. Зараз першая лекция. Але як же гэта сталося? Ви ж не були знайомі з моїм А дядей. это все наладил мой приятель, Кукиш. А, так і не шалуйте, бо мені гэта так незручно. Неужо вам прикро, коли я целую ваши ручки? Ні, я не то я хотіла сказати, я наоборот, я вам, ви мені, Пані ну я не Любочка, ведаю, як це сказати. Скажите мне, вы меня хоть крышечку любите? З того самого часу, як я убачив, я навіть не летутів об щастя мати можливості бачити вас кожний день. Ну поглядите на меня своими очками. Откажите мне, чи любите меня? Але мені соромно. Чому? Любить і бути любимим – це найвеликше щастя на землі. Але як любитися, треба добре познатися, а ми ж гэтак мало знайомі. Любов – це як маланка, і вона одразу в серце і все. Ну, откажите, чи ви мене любите? Я не ведаю, со мной нечто такое деется. Я не ведаю, что сказать. О, дядюшка пришел. А, вы уже тут, пані Світляк. Это вельми добре. Значится так. В першую чергу мы повинны с вами домовиться об оплате. Я человек бедный. Я много платить не могу. Ось. Ви ведаете, я згоден і так, у меня шмат свободного часу. Это добре, это добре. Я с вами различуся, ну, тогда, коли уже займу свое становище, стану министром, я вас до себе у канцелярию возьму. Вы с моей допомогою, вы садко заедете. Но коли надто високо, это небезпечно, можна полететь вниз. Добре сказано, добре. Это бывает. Але не завсёды и не заўсяляки. Бывает. Ну так что, не будем марновать часу. Бо у меня часу вельми мало, треба заняться. Так, Я ось тут взяв книжечку. Треба написати диктовку, каб я вже ведав, кольки ви вмієте. это добре, вельми добре. Давайте, подиктуем, попишем, давайте. Я готовый. Найвялікшае шчасце людзей і багоў была і будзе заўсёды любоў. Счастье людей и богов. Добрая фраза, Любочка, так? Добрая фраза людей и богов была и будет заўсёды. А вот это любовь, пані Світляк, любовь. У, с хвостиком тут. А любоў яна заўсёды з хвосцем. Добре сказано, добре. Добре, Любочка, правда цікавая фраза, правда? Ну что, я уже написал, можно далее. Так. Ты и я удвоих Ты, станем змагать я, горе, беду, понижение и блуд. их. Жить, любить и терпеть ненаглядка с тобой. За свой смушенный край. за свой- Чекайте, я ж не поспеваю. Як там вы сказали? Жить, Жить, любить и терпеть ненаглядка с тобой. терпеть. Ненаглядка с тобой. Чего тебе треба? Поштальон газету принес. О, это добре, вельми добре, что почтальон принес газету. Это вельми добре, это добре. Почитаем зараз, почитаем. Тут повинен... Перервемся, крыху, пані Світляк, перервемся. Тут повинен быть материал один такий. Один материал повинен быть. Зараз почитаем. О! Ось он. Хе-хе. Ось он. Хе-хе. Что это? Что это? Что это вот? Мою биографию обсмеяли мою биографию, а? Что это, иные гады, а? Что иные? Ай-яй-яй. Что это? Любочка, ты побачь, мою биографию обсмеяли, а? Так может, я в другий раз? Не, почекайте, а?
Я зараз дочитаю эту паршиву, погану газету. Зараз дочитаю, почекайте. І ми потім протягнемо. Это що ж вони написали, а злодій, а? Ах, я ще одного кутіша вашого споткаю. Хіба я з його 4 тільки скручу, а з этого кутіша? Хіба я не знаю його ніколи, що ж він кіцель наробив, а? А я ще горілку мою пив, а я ще кілбасу мою їв, а що ж він наробив, що він надрукував, а я ще взяв на розходи, добре, що йому мало дав. Что это? Я лишь меня провалили. Кого, дядюшка, провалили? Провалили меня, провалили. Не турбуйтесь так, сядайте, мы подтримаем, не провалите. А идите вы к черту! Того, что мне ваша та белорусская письменность, коли я у министра не трапил, меня провалили. Ай, провалили, Я хотела с Цыпочка. вами поговорить. Ой, ты одна солода моего життя. Нет, Ну, дядя, я не хочу. что ты не хочешь? Ну, скажи, что ты хочешь Я сказать хочу мне? сказать, что я поеду в вёску, а альбо ў іншае месца, але тут жить не буду. Чему? Потому что дядя, это зусім и не дядя. Кто это тебе сказал? Цыпочка. Кто Любочка. казав, той казав, але я тут жить не буду. Отдайте только мои документы. Я ведаю, кто это сказал. Это чертова Марта. Ну, Цыпочка, Любочка, ты ж послухай меня. Як я приехал до вас на вёску, до тетки до твоей, як я тебе побачу, такую прихоженькую, беленькую, червоненькую, так я ж тобі подумал, сиротинка, я возьму тебе сюда в хату свою квартиру, и мы будем с тобой жить разом, и ты до меня привыкнешь, и потом и покахаешь меня. Что вы, дядюшка? Вы ж такие старые, а я еще молодая. Я старый! Ты молодая, ты дурненькая, ты еще ничего не разумеешь. Так я ж тебе поведу про життя як по маслі. Розумієш? Ничего з гэтага не будет. Чому? Цыпочка, ты еще не ведаешь, что я могу. Ты ведаешь, ты, может, думаешь, что я бедный? Ты еще не ведаешь, что у этой шафе есть. Я вельми богатый человек. Я вельми Не так потребны мне ваши гроши. Отдайте только мои документы. Все ясно. Это Марта, чертова баба. Ну, так я на тебе женюся. Я на тебе Я не женюся. хочу, как вы на меня женились. Отдайте только мои Марта, документы. чертова баба, что я наговорила, Любочка. Обед уже готовый. Иди подавать уже. Подавай, как ты треснула. Марта, а что будет с моими документами? Ты достанешь? Ты чегось? Я ведаю, где он тримає всі важні папери, а ти біжи хутче збирайся, поки його нема. Добре. Добрая дзяўчына, няхай вцякае адгэтуль. А яму я ўжо колькі разоў казала, што гэта яго міністравыя фанабэры і да добра не давядуць. Але добра тое, што ў міністры не прыйдзе. Прынамсі, чалавекам будзе. А ключы трэба на месца палажыць, бо як убачыць, вось крыку будзе. Лосі вже покидаю його хату. Але так покидати гэтак незручно. Треба йому письмо написати. А я нічого ж мне дрэннага і не зрабіў. Тільки все обдымає, да цалує. Дорогий дядя, хотя вы мне и не дядя, але я уже гэтак привыкла. Любочка, Я сёння ці ти уже хутка? хутка, Микола, почекай, я только письмо напишу дяде. Покидаю ваш дом. И прошу, не гневайтесь. Ваша Люба. Ну ось усё. Треба вже йти. Кто тут?
вашего светла. Провалили, провалили. Кажуть, что я не белорус. А кто тут Беларусь? И где тая Беларусь? Это вся мода на белорусскость. Хутко скончится. Все мы будем с твердыми знаками. Все будем с твердыми знаками. А все ручьи сольются в русском море. А единая и неделимая матушка. О, вот это идеал. А это вся белорусскость хутко пройдет. И все мы будем с твердыми знаками. А ты, Любочка, молодого тебе захотелось скакунчика. Вот он поскачет, а справа не зродит. Як вы смеете, пан Пупкин? Молчи! Молчи! Я ведаю, что ты злодей. Ты души человечей крадешь, вот в этот чемоданчик кладешь. Отдай душу, я кажу, отдай! Бо я бачу хворий, вам треба легче. Ага, я лягу, а ви з-під подушки мені ключі возьмите. Я все бачу. Я все бачу. Не брав я ніяких ваших ключов. Не белорус, кажуть, не белорус. А хто белорус? Где тая Беларусь? Пан Пупкин, мне вельмі вас шкада як старого хворого чоловіка, але я повинен сказать вам некалькі слов правды. Вам, который дагэтуль нічога не меў суадноснага з Беларусью. Зараз вы вырашылі стаць на чале беларускага народа. Дудки, пан Пупкин. Где вы были тады, як нас плевками осмеивали за нашу белорусскость? А, тады вас не было. А зараз вы вырашили зварить свою кашу про наши агенчики. Не, пан Пупкин. Наш народ уже не такі дурний. Он зразумеў, хто і што, і куды яго веде. Эх, пан Пупкин. Наш народ пройдзе праз вас, як праз сухую непотребную траву, а калі трэба, то і здратуе, як непотребную рэч. Ходім адсюль, Люба. Як ты смеешь меня в моем доме получать? Вон от гэтую блазню! Ну чаго устаў? Ляжаў бы лепей. Что я на тут написал? Дорогие дядя, хотя бы мне и не дядя, але я ўжо так, пошла, утекла. А я застаўся. Ну и что? Ну ось я знясиленный, ну так идите прось меня топчить. Дратуйте меня. А яна ж утекла. Куды яна пайшла, куды? У народ пайшла. А что ж гэта за народ? Это ж хамы шалёные, а не народ. А я зусім один застаўся, зусім один, зусім один. Я при табе. Ну вставай ужо, ходім, ляж на ложку. Веди меня, ведьма ты старая. Ну супокойся Вязи, куды хочешь, туды и вязи. Провали меня, провали.
У роли Филимона Пупкина актор Михась Стрижов. У роли Любы актриса Ирина Белугина. У роли Марты актриса Виктория Отраднова. У роли Миколы Светляка актор Владимир Отраднов. У роли Кукиша актор Виталь Абжельян. Музыка Юрия Вальмуса. Режиссер Михась Стрижов.